Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, на вашу жизнь и на мужчину, который все перевернет в вашей жизни, который повлияет и на вас, и на вашу судьбу. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать больше не надо. И давайте посмотрим, что это за мужчина и какой переворот он произведет в вашей жизни, в вашей судьбе. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. А песочек мне говорит, что уже был переворот в вашей жизни, что какой-то мужчинка уже отметился. Но, смотрите, это события вашего прошлого очень такие тяжелые, я бы даже сказала, трагические для вас. То есть в прошлом у вас был мужчина, который подверг вас страданию, либо из-за которого вы очень многое потеряли, чего-то лишились. Лишиться могли как и материального, так и, например, духовного. То есть перестали верить людям, верить мужчинам. Кто-то даже бояться стал мужчин. Ну, какой-то прям нелюдь вам попался в прошлом. Знаете, как делов наделал, наследил, и все. Вы как у разбитого корыта оказались. Прям такая тяжесть. У вас до сих пор этот тяжелый след прям на самом сердце лежит от того прошлого, который вас, обидел, да, мягко скажем, обидел. Значит, девочки, я не хочу ковырять ваше прошлое, я не хочу, чтобы вы опять чувствовали боль. Вижу, что рана, она есть, она не может затянуться. Как бы вы тут ни старались, ни хорохорились, все равно эта болька, все равно этот комплекс, все равно эта обида, она присутствует. Вот как ни крути, это есть. То есть уже переворот какой-то произошел, но он негативный, абсолютно негативный, деструктивный и болезненный. Прям болезненный, очень болезненный. Значит, мои хорошие, прошлое, оно осталось в прошлом. Ковырять, доставать каждый раз это все заново просматривать не надо. Стереть из памяти, конечно, не получится. Но вы должны стараться, чтобы эта рана наконец-таки затянулась. Лечите себя, исцеляйтесь сами, ищите способы, методы. Есть психологи, есть там, не знаю, всякие женские там, тренера, есть те же эзотерики. Да? Ищите способ, ищите метод, чтобы себя восстановить. Потому что рана, она не затягивается. Понимаете, что значит жить с открытой раной? Это постоянная боль, это постоянный страх, ужас, отчаяние. Зачем вам это? Зачем? Надо жить дальше. Надо вставать и идти дальше по дороге жизни. Смотрите, я вижу, что возле вас крутится мужчина. Вы очень симпатичная, красивая, привлекательная. Неважно, какой у вас возраст, но вот на свой возраст вы выделяетесь из других женщин. Выделяетесь своим каким-то неповторимым луком, да, то есть что-то есть у вас такое, что отсутствует у других женщин. И мужчинки, как вот эти бабочки, мотыльки, летят на ваш свет, но вы их не замечаете, вы не хотите их замечать. Вы слепы к другим мужчинам, то есть вы их как в штыки воспринимаете, либо боитесь. Да, вот закрылись в своем маленьком мирке с ограниченным количеством доверенных лиц, да, друзей, там, близких, и все. Вы никого не хотите. Да, вы мечтаете о любви, вы хотите там, семью туда-сюда, но так, чтобы довериться еще раз мужчине, я этого не вижу. Вообще у кого-то идет такое ощущение, вот хочу быть одна, да, хочу быть одна, мне комфортно одной. Но голова-то понимает, что одно это тяжело, это трудно.
И иногда, хочешь не хочешь, смотрите на других людей, видите пары, счастливые пары. По-доброму так завидуете им и думаете, ну вот, а мне не пришлось, да, а у меня не случилось. Кто-то вот детей сама растит, уже вырастила, возможно, да, внуков уже растит. Да, как будто бы вы всегда находите, ну вот не предмет, объект, наверное, да, объект, кому подарить свою любовь. Подарить, да, вот очень много любви у вас в сердце, очень много любви вы прям излучаете из себя, но страх, здесь прям как барьер, страх, да, на новые отношения, на нового мужчину. А кто-то просто разводит руками и говорит, ну не водится, да, в местности, где я живу, не водится нормальных мужчин. Вот так, чтобы я могла поверить, так, чтобы я могла довериться. Да, ну, у каждой по-своему это отыграется. Но я вижу переворот негативный, который был в вашей жизни, вот в прошлом был. И если у вас в прошлом все было идеально, это просто не ваша отсыпка. Переходите на другие видео, либо на другие каналы. Здесь у меня раненая птичка пришла. Раненая. И рана не заживает, к сожалению, не заживает. Так, мужчины крутятся, вы их в упор не видите, либо наоборот даже такую позицию становитесь, типа не подходи, не подходи. Но, девочки, здесь какая-то женщина еще присутствует, которая очень переживает за вашу личную жизнь, которая бы очень хотела видеть вас счастливой, именно в паре, в браке. Вот она вас очень хорошо знает. Знает, какая вы ласковая, какая вы заботливая, какой вы честный и порядочный человек. И вот у нее прям сердце кровью обливается, когда она думает о том, что вы одна, да, что вот нет рядом с вами настоящего мужчины. Она может делать попытки вас с кем-то сводить, знакомить, я не знаю, сватать в конце концов. Вас это может раздражать очень сильно. Не обижайтесь на эту женщину, она вам только добра желает. Может быть, это мама ваша, бабушка, может быть, подруга лучшая, сестра. Да? Она реально желает вам счастья. Да, методы, которые она использует, не совсем корректные, особенно в вашей ситуации. Да? У вас бы правильно сначала сердце полечить, да, избавиться от этих комплексов, от этой обиды, и потом уже идти в новые отношения. Вот она этого не понимает. Вот она действует, как считает нужным. Не ругайтесь с ней, не ругайтесь. Лучше ее почаще обнимайте, благодарите и говорите ей, что она очень хорошая. Так, мужчина. Я делаю эту отсыпку на ближайшие полгода. Полгода, то есть срок 6 месяцев. У вас мужчину я вижу. Мужчина у вас на собаке. Вот видите, очень такая интересная картинка. Собака. Собака на высоких лапах. Будет мужчина в вашей жизни, но не в качестве любовника, любимого, а в качестве друга. Друга, помощника, защитника, знаете, как покровителя даже может отыграться. Такой мужчина войдет в вашу жизнь. Конечно, он хочет вашей любви, либо захочет вашей любви, серьезных отношений. Но ваша вот эта стойка, да, защитная, ваш этот холод, лед в глазах, его будет останавливать. Понимаете? И он для себя выберет именно тактику друга, вот быть рядом. Пусть другом, но рядом. Потому что по-другому вы его прогоните, по-другому вы его, вы его сольете, да, вы от него очень быстро избавитесь. Мужчина. Девочки, у кого-то отыграется, что вы его уже знаете, по крайней мере, видели. А у других отыграется, что знакомство у вас будет, скорее всего, ближе к какому-то празднику. Большой праздник идет. И вот ближе к этому празднику у вас будет знакомство с этим человеком. Так. Сразу хочу сказать, что мужчина земной стихии. Здесь именно земная стихия. Очень такой уравновешенный, спокойный, домовитый. То есть человек, который умеет реально заботиться. И он уютный, девочки. Вот реально он уютный, с ним уютно. Так, как друг он будет приходить, как друг он будет заходить в вашу жизнь. На правах друга, на ступеньке друга он стоит рядом с вами.
Собака очень большая и лапы очень длинные, то есть человек будет присутствовать практически во всех аспектах вашей жизни. То есть он доведет ситуацию до такого состояния, когда, знаете, говорят, как без рук. Да? Вот вы будете прям ощущать, что без него как без рук. Ну, если честно, вот прям снимаю шляпу перед этим мужчиной, насколько он терпеливый. Насколько он терпеливый. Знаете, мне еще что идет? Мне идет, что он возраста, ну, либо как вы, либо чуть моложе. Вот так мне идет. Либо вы будете его воспринимать именно в таком ключе. У мужчины очень добрый нрав, он очень такой, знаете, улыбчивый. И ну, по любому поводу, да, даже в самых неприятных моментах, он всегда может пошутить, он всегда может разрядить обстановку. У него легкая рука. Легкая, прям, знаете, вот за что не возьмется, все до ума доведет. Для него нет каких-то невозможных ситуаций, да, вот когда говорят, это невозможно. Этот человек, он такой креативный и очень такой, как бы это вам сказать, вот есть люди несгибаемые, такие жесткие, а есть люди наоборот, они такие мягкие, да, либо они как могут и туда гнуться, принимать любую форму, да, в зависимости от обстоятельств. Это очень, кстати, классное качество, которым вы, к сожалению, не обладаете. У вас как раз наоборот стержень, и вы очень жесткая в этом плане. У вас все, знаете, как без тени. Все четко и конкретно. Да, да, нет, нет, все, промежутка у вас не существует. И если вы уже что-то себе решили, то вы никогда от этого не отступите, даже если вы не правы. И не спорьте со мной, я это вижу. Да. У вас как металл в характере присутствует. Возможно, жизнь вас такой сделала, а возможно, это какие-то родовые качества. Если вы точно знаете, что ваши предки были воинами, то да, это ваше родовое качество. Так, девочки, как у вас все завяжется? У вас либо сейчас ситуация сложная в жизни, либо какая-то сложная ситуация возникнет, какой-то сложный вопрос. И вы начнете его решать. Ну да, вы не привыкли ни на кого надеяться, как бы тяжело вам не было, вы все равно, да, засучиваете рукава и начинаете решать вопросы. Вот я вижу, что вы возьметесь за эту ситуацию. Этого мужчину вам либо посоветуют, что типа спроси у него, он знает, либо, может быть, даже вы сами его найдете. Ну, допустим, выйдете на него как контакт, да, там, специалист по какому-то вопросу, там, юрист, там, доктор, может быть, мастер по ремонту, да, да что угодно может быть. Может, работу вы будете искать, да, придете на собеседование, и там его встретите. С этим мужчиной вас ведет какая-то ваша проблема. Какая-то ваша проблема, либо уже существующая, либо внезапно возникнущая. Вот. Проблема не такая уж прям большая, но очень такая нудная. Нудная, либо там нужны какие-то специфические знания. Вот начнете вы этим заниматься и вспомните про этого мужчину, если вы с ним знакомы. И если вы только-только с ним познакомитесь, скорее всего, он так и представится, что я вот такой-то человек, да, занимаюсь тем-то и тем-то. И вы такая сразу, о, а ты мне нужен, да, потому что у меня есть проблема, вот посоветуй, проконсультируй. Да, вот с этого начнется у вас связь. Он за это зацепится, вот реально зацепится, потому что вы ему очень понравитесь, либо уже очень нравитесь, да, возможно, вы уже знакомы. Но к вам, как знаете, дорожки нет у него. А вот из-за этой проблемы появится дорожка. И вот у девочки понеслась. Бесконечные разговоры, контакты, встречи, общение, решение, да, успешное решение вашей проблемы. Вы счастливая, он счастливый. Вы так сблизитесь с ним. Сблизитесь именно на основе вот таких ситуаций. Потом слово за слово, а что тебе еще надо, а чем тебе еще помочь, там, а что у тебя происходит, вы же такая, ну, так и так, там еще вопросик есть, там еще что-то нужно сделать. И вот он будет себя постоянно предлагать,
Поскольку он человек абсолютно свободный, у него уйма свободного времени, он абсолютно не обремененный, он будет вам помогать. Он будет так потихонечку, добрыми делами выстилять дорожку к вашему сердцу. Да. В принципе, про этого человека не так много показали. Показали его отношение к вам, его стратегию к вам и показали его конечную цель. Конечная цель – это дерево, то есть это семья с вами. Вот семья. Знаете, как будто бы вот с первого взгляда он посмотрел на вас и сказал: о, это моя будущая жена. Вот такое у него было впечатление либо ощущение от вас. Но что касается вас, вы не будете его в первую очередь рассматривать как мужчину для жизни. Больше как помощника, соратника, не знаю, друга, защитника. Да, в таком ключе будете рассматривать. И он будет поддерживать это ваше впечатление. То есть он не будет к вам приставать, он не будет вам комплименты отвешивать, он не будет набиваться в женихе. 100% нет. Вот. И поэтому вы такая спокойная, подпускаете, думаете: ну это же друг, да, это же друг мой. Ну и потом, девочки, сама судьба вам раскроет его чувства и намерения. Я вижу, что в ближайшее время вы будете чем-то очень заняты. Вот вам как бы не до мужиков будет. А потом вот идет какая-то ситуация, где вот как раз у вас тут все и срастается. Все срастется. Если у вас есть какой-то коллектив, ну вот общение, там друзья, родственники, поверьте, он очень быстро туда вольется. Он будет не только вам добро делать, но и тем, кто вас окружает. Тут мужчина-друг идет, именно друг. Ну, либо под личиной друга, да, можно и так сказать. А потому что никак по-другому. Вы его прогоните. Если он про чувства начнет говорить, вы сразу такая: фу, какая гадость, да, и его везде там блоканете, и все. Не будете с ним ни общаться, ни встречаться. У него, кстати, чуйка очень хорошая. Да, прям почувствует, что у вас не так. Почувствует вашу боль, возможно. Либо увидит, что вы холодные, а к другим мужчинам скажет: блин, ну ко мне тоже сейчас отвернется от меня. Не показали про его привычки, даже имя не показали. Но вот он очень верный и преданный девочке. Он будет вас ждать столько, сколько нужно. То есть, смотрите, его стратегия – это вас к себе приручить, втереться в ваше доверие, доказать, что он хороший, классный, заботливый, любящий. И потом уже, когда вы к нему привыкнете, вот тогда надеяться на любовь. Знаете, какой он? Он такой сдержанный. Вот он безумно вас, например, любя и желая, будет прям как у маски сидеть, да, даже глазом не моргнет. У вас очень доверительные отношения будут с этим мужчиной. И знаете, что еще я вижу? Я вижу, что его стратегия его не подведет, да, либо вот его этот план не подведет. Вам все начнут говорить через время, что очень классный мужик, вообще такой серьезный, ответственный, там, честный, благородный, не пьющий и прочее, прочее. И прям будут как вам глаза на него открывать, ваши знакомые, либо ваши родственники. И вы начнете к нему присматриваться. Здесь хорошая отсыпка. Здесь много не показали, но вот прям суть показали. Он вас излечит от этой раны. Раны, которую оставил другой мужчина. Понимаете, вы не привыкли, чтобы о вас кто-то заботился. Вообще не знаете, что это такое. Вы все всегда сама на себе. И никто не помогал, никто ничего не делал. Только лишь там ругали, критиковали. Ой, ну, неприятности вам создавали. А тут, понимаете, мужчина, который все свое свободное время и даже не свободное время будет тратить на вас. За вас что-то делать, вам помогать. Ну, просто как подружка-золушка, да, такой мужчина идет. Так, давайте я еще про него хоть какие-то подробности узнаю, потому что отсыпка, к сожалению, в этом плане подвела. Ну хорошо, собака, верный, преданный, хорошо, будет другом. Но нам же тоже нужно что-то узнать про него.
мужчина. Ну, еще по рисунку, да, смотрите, вышла почти в центральном сегменте. То есть мужчина уже где-то рядом. Вот совсем скоро вы уже с ним будете тут общаться. Так, клевер, звезды. Я вам говорила про собаку. Вот вам и собака. Слушайте, ну очень благородный мужчина. А возможно даже отыграется, что он каких-то благородных кровей. И родовитый мужчина идет. Девочки, ну вот, по клеверу исполняются мечты. Вы получаете дар. Звезды на вашей стороне. Вы с ним подходите друг к другу. Вот подходите по гороскопу, можете подходить, по ментальности, я не знаю, по внутренним ощущениям, по характерам. Тут схожесть есть у вас, схожесть, вот реальная схожесть. Он идет вам как обещанный, он идет вам как, знаете, как доказать, наверное, да, что не все мужики одинаковые, что вот тебе не повезло, был дурак, вот теперь тебе благородный попадется. Понимаете, тот с тебя веревки вил, а, например, ты с этого можешь вить. Понимаете, и так может отыграться. Хороший человек, голова светлая, высоко летает, не по земле ходит, в небе летает. А, кстати, у кого-то даже отыграется, что, может быть, он и как-то связан с полетами, не знаю, в аэропорте работает, летчик, испытатель. Ну, шучу, конечно, да. Хотя, может быть, и летчик, там, гражданская авиация. Серьезный он человек, девочки, не робкого десятка, и с головой все в порядке, с руками все в порядке, больших высот добьется. Либо добился, либо добьется. Да, птица высокого полета, да, про таких говорят. Ну и вот она, ваша собака. Преданный, верный, девчонки. Если вы его выберете, если вы ему позволите, девчонки, в ноги вам будут падать, кланяться. На руках будет носить. И дом у вас классный с ним будет. Вообще десятка червовая. Семья, где люди любят и заботятся друг о друге. Уважают друг друга, ценят друг друга. Слушайте, мне еще идет, что он с приданным хорошим. Да? У мужчин что, приданное? Или это у женщин приданное? Кто знает, пишите. То есть он не бедный человек, зажиточный. Вот, не богач, но зажиточный. У него есть статки и приданное. Приданное точно есть. Не бесприданник. С приданным человек. Может быть, дом у него есть. Может быть, какая-то, может, фирма даже своя есть. Какая-то недвижимость у него есть. Ладно. Давайте посмотрим, к чему это все приведет. Да, он же ж вам по судьбе. Ай, представляете, дом, вот, это ваш общий дом с ним. Все время мне дом шел, да, вот что-то с домом связано. Большая удача встретить друг друга. И по кресту это ваша взаимная судьба. Видите, крест это как перекресток, когда две параллельные сходятся. Но он ваша судьба, девочки. Это судьбоносная встреча. Это действительно переворот. Переворот заключается в том, что вы наконец-таки почувствуете, что такое надежное мужское плечо. Как это быть под защитой, как это быть любимой, как это забота, да, когда о тебе заботятся, когда тебя как маленького ребенка холят и лелеют. Когда мужчина не самец, да, извините, да, для размножения, а мужчина, он заботливый, он оберегает, он защищает. Он как друг, понимаете, самый лучший близкий друг. И, как говорится, в огонь и воду, да, с тобой, либо за тебя. Слушайте, ну прекрасно, мне это нравится. Хорошо, что вы должны знать для себя? Что вы должны знать? Что вы должны знать? Опять крест вышел. Ну что вы должны знать? Что судьба он ваша, что заканчиваются какие-то мытарства, мучения и вообще секреты и тайны вашей жизни.
Ну просто заканчивается. Идет пора стабильности, идет мужик для брака, для счастья, для семьи. И это тот подарок, который вы заслужили от высших сил. Вот там не зря звезды показывали. Видите, от высших сил вы заслужили. Девочки, тут даже не мужчина перевернет вашу жизнь. Здесь высшие силы вам такой переворот устроят. Вот именно то, что вы заслужили. Заслужили вы жить под солнцем. Счастье вы заслужили, тепло, радость, подарки вы заслужили. Вот. А мужчинка, он просто как сопутствующий элемент. Смотрите, на конце колоды у меня сердце. Это любовь, взаимная любовь, девочки. Взаимная, настоящая. Вот эту всю боль, все эти страдания, она все перекрывает. Вы не только любимая будете, но и холеная, понимаете, прям души вас чаять мужик не будет. Представляете, как трудно мужику, вот он вас желает, да, а он должен быть таким невозмутимым, даже там не моргнуть, не пикнуть, строить из себя вашего друга. И не иметь права вам даже намекнуть о своих чувствах. Представляете, какая у него выдержка, что он за человек такой. Девочки, кто зашел на эту отсыпку, дай Боже, повезло так повезло, тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, да поскорее, пусть зайдет. И пусть Создатель даст вам разум не отвергнуть этого человека и не пропустить. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.